Законом Российской Федерации о поправке Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 года номер 1 ФКЗ о совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти внесены изменения в Конституцию Российской Федерации. Прокурор Ингушетии обосновывает депутатам Народного собрания вынесенный им протест. В своем докладе Андрей Васильченко отметил, что отдельные положения Конституции региона вступили в противоречие с основным законом страны. То есть после принятия поправок в главный закон страны появилась необходимость внесения изменений в республиканскую Конституцию. В протесте отражены нарушения, связанные с порядком назначения на должность прокурора субъекта, требованиями к кандидатуре высшего должностного лица субъекта, наименованием должностных лиц, входящих в состав Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации и деятельностью Конституционного суда Республики Ингушетия. Согласно пункту 3 статьи 77 Конституции Российской Федерации, высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации может быть гражданин Российской Федерации, достигший 30 лет, постоянно проживающих в Российской Федерации, не имеющий гражданства иностранного государства, либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства. Высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации запрещается открывать и иметь счета, хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках. Однако установленные требования и ограничения до настоящего времени не отражены в статье 66 Конституции Республики Ингушетия. Андрей Васильченко подробно остановился на каждом пункте, который необходимо изменить согласно действующему основному закону страны. Согласно новой редакции Конституции Российской Федерации, необходимо внести изменения в абзац 1 статьи 68 Конституции Республики Ингушетия, заменив состав слова «член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации» на слова «сенатор Российской Федерации». В редакции закона номер 1 ФКЗ внесены изменения в порядок назначения прокуроров субъектов, согласно которым прокуроры субъектов Российской Федерации назначаются на должность после консультации с Советом Федерации и освобождаются от должности президентом Российской Федерации. При этом процедура согласования с субъектами Российской Федерации при назначении прокуроров исключена. Таким образом, необходимо внести изменения в пункт 10 примечание 1 статьи 70, пункт 10 примечание 1 статьи 76 и статью 101 Конституции Республики Ингушетия, исключив из указанных статей положения, противоречащие Конституции Российской Федерации. Также в Конституции Ингушетии необходимо закрепить положение о том, что органы местного самоуправления и органы госвласти входят в единую систему публичной власти в России. Подробно Васильченко остановился и на статье 118 основного закона страны. Согласно новой редакции статьи 118 Конституции Российской Федерации, конституционные суды субъектов Российской Федерации исключены из судебной системы Российской Федерации. Со дня вступления в силу Федерального конституционного закона от 8.12.2020 года номер 7 ФКЗ о внесении изменений в отдельные федеральные конституционные законы, определяющего порядок упразднения конституционных судов субъектов Российской Федерации, указанные суды не могут принимать новые дела к производству. В июне текущего года Конституционным судом Республики Ингушетия прекращено единственное находящееся в производстве дело по жалобе о проверке конституционности положений регионального закона, а новые дела к рассмотрению в силу Конституционного закона номер 7 не принимаются. Кроме того, в соответствии с Конституционным законом Республики Ингушетия от 28.12.2001 года номер 10 РКЗ о Конституционном суде Республики Ингушетия, судья Конституционного суда Республики Ингушетия назначается на должность на срок 10 лет. Судьи Конституционного суда Республики Ингушетия назначены на должности Народным собранием Республики Ингушетия 26 декабря 2009 года. Таким образом, срок полномочий судей Конституционного суда Республики Ингушетия истек уже в декабре 2019 года. Однако Конституционным судом Республики Ингушетия не были приняты предусмотренные региональным законодательством решения о прекращении полномочий судей в связи с истечением срока их полномочий и не направлены уведомления об открытии вакансий в адрес главы Республики Ингушетия и Народного собрания Республики Ингушетия. Также, находившись в производстве Конституционного суда Республики Ингушетия до июня текущего года, единственная жалоба гражданина была принята к рассмотрению 26 декабря 2019 года. Таким образом, 7 статей Конституции Ингушетии, отдельные ее пункты необходимо привести в соответствие с основным законом страны, отметил Андрей Васильченко. С заявленными в протесте требованиями депутаты согласились, проголосовав за соответствующее постановление единогласно. В связи с статьей 13 Конституции Республики Ингушетия необходимо привести в соответствии Конституции Российской Федерации, исключив положение, регулирующее деятельность Конституционного суда Республики Ингушетия. По итогам обсуждения принято единогласное решение о признании протеста прокурора Республики Ингушетия от 12 мая 2021 года на Конституцию Республики Ингушетия, подлежащей удовлетворению. Спасибо. Принимается.
Спикер парламента Магомед Тумгоев отметил, что парламентарии считают доводы прокуратуры обоснованными. Все комитеты Народного собрания успели изучить эту ситуацию. Второй вопрос повестки касался проекта Конституционного закона региона об упразднении Конституционного суда Ингушетии в первом чтении. Депутаты проголосовали за него единогласно. После парламентарии заслушали доклад министра по физической культуре и спорту об итогах работы за прошлый год и основных направлениях деятельности ведомства за этот. Наиболее значимым мероприятием, проведенным в республике в 2020 году, первенство России по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет и первенство СКФО по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет. Выступая на соревнованиях всероссийского и международного масштаба, спортсмены республики завоевали 81 золотую, 53 серебряную и 71 бронзовую медали. За 2020 год 44 спортсмена по результатам, достигнутым за 2019 год, трудоустроены в государственном бюджетном учреждении Центр спортивной подготовки на должность спортсмена. Это третье заседание Народного собрания Ингушетии 7-го созыва. На нем из 32 депутатов присутствовали 28. Парламентарии в первых чтениях всего рассмотрели 8 законопроектов, как о бюджете фонда ОМС республики, так и об архивном деле. Обсудили и более 20 законодательных инициатив. Зелимхан Калоев, Адам Далаков, Новости 24.